На сегодняшний день на учете республиканского наркодиспансера состоит около 1500 человек, страдающих зависимостью от наркотиков различного происхождения. Усиленно ведется профилактическая работа с молодежью, поскольку первые эксперименты с психоактивными веществами начинаются с раннего возраста, зачастую со школьной скамьи. Мы проводим лекционные мероприятия, просветительские мероприятия и стараемся вот это мероприятие организовать таким образом, чтобы это было в форме диалога, чтобы они нам задавали вопросы, мы отвечали на эти вопросы. Почему? Потому что молодежи очень интересно бывает, когда кто-то их сверстник задает вопрос, какой ответ они получат, и вообще информацию лучше не усваивают. С нами также в этой работе участвуют и некоторые некоммерческие организации. Специалисты отмечают тревожную тенденцию распространения среди подростков синтетических наркотиков, а также веществ растительного происхождения. Отдельно врачи выделяют проблему так называемой аптечной наркомании. Многие молодые люди приобретают сильнодействующие препараты без рецепта врача и используют их не по назначению, создавая угрозу своему здоровью. Часто употребляют марихуану. И где-то 20% это потребители аптечных наркотиков. Синтетические наркотики, конечно же, они сейчас у нас, можно сказать, 50% с общего числа. Последствия употребления наркотиков разрушительные, предупреждают специалисты наркодиспансера. Наркотики негативно влияют на психику и физическое состояние молодых людей, приводят к развитию хронических заболеваний, деградации личности и социальной изоляции. Благодаря своевременно оказанной помощи удается вернуть их к нормальной жизни, стоит только захотеть самому. Безусловно, у нас в неделю 3, 5, 10 человек обращаются за помощью. Конечно, сами обращаются. Бывает так, что их склоняют родственники, вместе с ними приходят. Наркобольные, которым мы помогли, они им тоже говорят: давайте мы с вами пойдем, давайте к наркологу, это не страшно. Многие думают, что если он придет обратиться, мы его поставим на учет, но у нас по приказу, если он не состоит, если сотрудники не привели, по приказу есть такой пункт, такое положение, что мы можем анонимно пролечить этого человека, то есть без документов, без ничего пролечить этого человека. И мы тоже рассказываем: приходите, не бойтесь. Очевидно, что борьба с распространением наркотических веществ требует совместных усилий специалистов здравоохранения, правоохранительных органов, образовательных учреждений и общества в целом. Проведение регулярных профилактических мероприятий позволит существенно снизить риск возникновения новых случаев наркозависимости среди населения. Адам Мережков, Белял Ахильгов, Магаз 24.